не имеет права учить нас морали, а государство не имеет права учить нас жизни. Его задача служить, а не поучать. Для нас Родина – это не вера, это не идеология, это не география. Это продолжение дома и семьи. Для нас основной партийный приоритет – это Россия людей, Россия семей, Россия ее граждан. Мы партия развития, а не стагнации. Мы партия открытости и лидерства, а не изоляции и особого пути. Сегодня на наших глазах мы делаем вместе с вами историю. Наша позиция в европейской традиции называется правой, а в условиях нашей страны это позиция гражданская. Мы знаем, откуда берется национальное богатство, и мы знаем, как обустроить страну. Но сегодня наши граждане не обязаны поддерживать нас только потому, что мы такие умные, такие симпатичные. Мы должны доказывать нашу правоту в споре с оппонентами. Оппоненты, их сегодня больше, и они громче. У них самые громкие громкоговорители в России. Но мы не должны этого опасаться, потому что партия «Гражданская платформа» отличается от «Единой России», как Google от «Газпрома». И мы умеем находить хороших людей, которые очень нужны нашей стране. А сегодня в мире происходит ожесточенная война за новые, еще пока не оформившиеся рынки. Какие они будут, мы пока не знаем. Но по итогам этой войны образуется группа стран, лидеров, которые определят современный и будущий мировой порядок. И победит тот, кто сможет собрать вокруг себя мощную, сильную коалицию сильных, таких же лидеров производства современного мира. Потому что борьба идет не только друг с другом, но идет борьба друг за другом. Сегодня в одиночку сильными быть уже нельзя. И опыт Америки это показывает. Да и Евросоюз никак не может свести концы с концами между социальными обязательствами и своим платежным балансом. И, кстати, это звоночек нашей стране. Россия не богаче Евросоюза. А где же на этой мировой картинке место России? Ее еле видно, потому что мы отошли и подошли к самому краю. Как говорят в спорте, Россия потеряла центральное политическое поле. Ее место заняли конкуренты. Но посудите сами, что в экспорте наукоемких технологий у нас всего жалких 0,25%. Если мы посмотрим на наши предприятия, то меньше 10% наших предприятий занимается инновационной деятельностью. Эта цифра вызовет улыбку не только в развитых странах, но теперь уже и в Турции, и в Китае, и в Бразилии. По последнему рейтингу Организации Объединенных Наций по качеству управления человеческого капитала мы занимаем почетное 66-е место, вслед за Белоруссией. И уже к нам в затылок уверенно дышит мощнейший островок Гренады. Происходит деградация социального и политического капитала нашей страны и человечества. Если мы посмотрим на рейтинг успешности и эффективности развития государства, то Россия из 144 стран занимает почетное 133 место. Мы стали аутсайдерами, а в современном мире с аутсайдерами не считаются. Мы живем поистине в стране парадоксов, иначе не скажешь. Когда лидирующие страны в настоящий момент, ища новые формы развития человечества, стирают границы и предлагают различные формы интеграции, мы закрываем свою страну. Сама власть говорит о том, что невозможно решить вопрос коррупции прозрачностью дохода чиновников. Те огромные другие проблемы, которые стоят перед нашей страной, но вместо того, чтобы сделать шаг к открытости, государство закручивает гайки и делает все для того, чтобы во власть не могли попасть
наиболее успешные, наиболее яркие наши граждане, что, естественно, приведет к люмпинизации власти. А в современном мире, и все это знают, именно качество государственного управления определяет конкурентоспособность любой страны. Мы живем в модели нефтегазовой экономики и военно-промышленного комплекса прошлого. Эта модель затратна, эта модель неэффективна и крайне ненадежна для лидерских амбиций нашей страны. Однажды она дала уже эффект, как эффект посттравматического устройства на реакцию нашей страны на проблемы 90-х годов. Это была такая своеобразная подушка безопасности. Но в политике нет вечных решений. Наша страна хочет работать, богатеть, зарабатывать. Она больше не хочет жить в травмпункте, оплачивая вечно счета неэффективной бюрократии. Вот почему мы рассматриваем гражданскую платформу как альтернативу существующей власти.